Станоўчыя навіны з беларускай эканомікі, прычым ужо не першы тыдзень. Павялічыліся золатавалютныя рэзервы, а ўлады кажуць пра тое, што гэта тэндэнцыя не часовая, а доўгатэрміновая і стабільная. Наколькі ж гэта праўда? Чым тлумачацца станоўчыя навіны, наколькі яны доўгатэрміновыя і як усё гэта будзе адбівацца на нашых з вамі гаманцах? В эфіры перадача «Экономика с Чалым». З вами уласна Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Это же были наши деньги, замаскированные под иностранные инвестиции. Они постоянно облизываются на средства населения, лежащие в матрасах. Дайте нам произвести что-то очень дорогое, очень долго, с помощью денег, которые вы нам найдете, и потом у нас это купите. Отсутствие значимого экономического роста. Это политика перераспределения. Але и там демократизация как необходимый элемент. Раз это так. Ну, на пачатку фронтавыя зводкі. У нас выросли золотавалютные резервы. Что это такое? Да, на 334 почти миллиона долларов. Казалось бы, да, откуда взялось? Ну, во-первых, это апрель. У нас был довольно благоприятный месяц с точки зрения обслуживания внешнего долга, внешних выплат. То есть по сравнению с мартом в 3 раза упали эти суммы. То есть с 300 миллионов примерно до 100 миллионов. Да, вот тебе 200 миллионов лишних, значит, плюс рост мировых цен на золото, который всегда приводит к увеличению золотых резервов. То есть там, потому что там есть и золото. Да, большая компонента монетарного золота. Вот. И плюс это то, что апрель – это время уплаты корпорациями квартальных налогов. Так вот, для того, чтобы их платить в рублях, многие просто начали продавать валюту. И действительно, продажа валюты предприятиями с лихвой превысила спрос на валюту населения. Население по-прежнему продолжает, значит, оставаться нетто-покупателем. То есть это очень давно уже происходит с марта прошлого года, то есть уже практически год. То бок атрымліваецца, насельніцтва выносіць валюту, але золотовалютные резервы працягваюць расці. Это так и далее будет працягвацца? И вообще, скорее всего, продлится тенденция первых 3 месяцев, которая была, когда резервы терялись, причем такие достаточно такими, что называется, неумолимыми темпами. Вот. То бок есть адмоўныя тэндэнцыі, якія ў сярэднетэрміновай перспектыве могуць адмоўна паўплываць на валютныя паступленні ў краіну, але урад кажа, што в прынцыпе і агулам все ідзе выдатна, тому что адмоўныя чыннікі кампенсуюцца станоўчымі. Да. И это, кстати, сейчас основная мантра. Мы уже в прошлой передаче разбирали большую статью министра экономики и подхватил, что ли, вот этот месседж, значит, уже и премьер, который 4 мая, значит, пошел с докладом с Лукашенко, как бы, о экономической ситуации. Он подтверждает вывод, который ему, очевидно, принес Червяков, о том, что экономика вышла на траекторию устойчивого роста практически по всем показателям. Ну, а тым часам да агульных заяваў премьера Галоўчынкі аб тым, што ўсё добра, с грунтоўнымі артыкуламі выступае министр экономики Червяков. Да, он продолжает, как сказать, развивать достигнутый пропагандистский успех вот на фоне результатов первого квартала этого года. Вот, он начинает, было у него интервью, значит, уже в СБ и большое программное интервью Белту. Так вот, значит, в Белке он говорит о том, что, значит, мы одна из немногих стран, которые увеличили приток прямых иностранных инвестиций в прошлом году. 1,4 миллиарда долларов по итогам прошлого года. Весь анекдот заключается в том, что он говорит, смотрите, как у нас улучшилась структура прямых иностранных инвестиций. Доля реинвестирования превысила 30%. Ну, мол, как бы это подчеркивает то, что есть желание оставлять полученную прибыль. В этом-то как раз и проблема на самом деле. Тут как раз-таки надо не радоваться тому, что это делают компании, уже пришедшие, потому что они уже однажды барьеры входа на наш рынок преодолели. Да? А наоборот, нужно было бы говорить, что проблема заключается в том, что нет новых. Плюс же вопрос в чем? Да? То есть как бы рост по сравнению с прошлым годом на 6% до 1,3 миллиардов долларов, но он не дотягивает до сих пор до буквально совсем недавних данных, когда, например, в 2018 году было 1,6 миллиардов. То есть тенденция среднесрочное на понижение. Но еще интереснее было бы посмотреть в разрезе как бы стран, кто являются главными, значит, источниками этих самых инвестиций. Так вот, из Кипра уменьшился поток, значит, увеличился довольно серьезно из Нидерландов,
с Кипром падение что означает? Это то, что главным же источником кипрских денег это же были наши деньги, замаскированные под иностранные инвестиции. То есть отечественные деньги на самом деле бегут из экономики. Вот что это означает. То есть если сюда кто-то и приходит, как, например, те же Нидерланды, это самый неинформированный инвестор. Самый информированный – это отечественный инвестор. И плюс еще, значит, произошло довольно серьезное падение доли Китая с 7,7% до 1,7%. Резкое сокращение. То есть, похоже, Китай начинает как-то разочаровываться и охладевать к нам. Понятно, что когда ты рассматриваешь Китай, Беларусь как перевалочную базу для своих товаров, значит, логистический центр для Европы, то хорошие отношения с Европой критически важны для нормального функционирования этих проектов. Ну і, до речі, китайські інвестиції, вони вельми часто були обумовлені, наприклад, тим, що наша держава собі в страту буде купляти їхню продукцію, все, що вони вироблять. Да. Великий камінь, індустріальний парк, вони побудували там мазові мотори для цяжкавіків і суперконденсатори для електробусів, да. Але все це тільки під гарантією державної замови. Кстати, идея гарантированного госзаказа на продукцию, неважно, значит, СП, наших там или иностранных, является одной из ключевых таких вот сердцевинных, которые встраиваются уже в большую концепцию, которую начинает разрабатывать Министерство экономики, о том, как же мы, наконец, будем запускать вот этот инвестиционный цикл. Значит, там 3 блока мер и еще несколько рычагов, с помощью которых они на эти меры влияют. Значит, первое – это вот как раз у них называется наращивание источников создания ресурсов и увеличение доли длинных денег. Планируем оформить отдельную группу экспертов с подключением специалистов в финансовой, банковской сфере и инвестиционных фондах. Вони кажуть, що банківських кредитів мало, в принципі, і грошей-то нема. Давайте устроим фондовый рынок, щоб капіталісти з усього світу приходили и инвестовали в белорусскую модернизацию. И не только. Мало того, что еще и, значит, капиталисты, но еще и под это. То есть все время же вот чуть ли не в каждом интервью, которое читаешь от Министерства экономики, у них есть такая, то есть они постоянно облизываются на средства населения, лежащие в матрасах. Предложение создать вот эту экспертную группу, как же нам сделать фондовый рынок. Я, когда работал в администрации президента, значит, я был членом такой экспертной группы, которая как раз планировала создать полноценный рынок капитала. Просто все ее усилия были уничтожены в 1998 году введением Института золотой акции, который на 10 лет похоронило перспективы всего фондового рынка. Но дело в том, что есть же, помимо даже предания старины глубокой вот этой истории 1998 года, у нас же на самом деле есть программа развития финансового рынка совместная Нацбанка и правительства. Она была разработана до 2020 года, 16-20 годы. И там как раз был проведен анализ, почему предыдущие разы не получилось, да? То есть какие факторы не работают. И вот они говорят, что нужны для того, чтобы задействован был полноценный рынок капитала для компаний, которые предполагают выпускать для населения, для иностранных инвесторов свои пакеты. Значит, что здесь нужно? Что в этом было в программе записано? Постепенное снижение директивного кредитования, переход к единым условиям хозяйства, повышение эффективности функционирования госсектора. А здесь подразумевалось и программа, еще раз говорю, была разработана к 2016 году, завершение оценки, вот это вот то, чего до сих пор не сделано, сколько уже лет прошло с момента кризиса 15-16 годов, понять, какие предприятия жизнеспособны, каким нужна помощь, какие могут, значит, так сказать, даже с господдержкой не жизнеспособны и так далее. То есть с 2016 года этот вопрос не решен. Это было в этой программе до 2020 завершения диагностики. И, наконец, решить вопросы с урегулированием необслуженных кредитов. Это то, к чему только сейчас подходит. Вот эта вот идея, которую мы разбирали, конвертации плохих долгов в доли, значит, в собственности этих компаний и повышение роли агентства развития. Это все старые планы. Это все старые планы, которые, мало того, что они старые, они не реализовавшиеся планы. И факторы, по которым они не реализовались, они же никуда не делись на самом деле. Или, например, такая, значит, вторая как бы цель – снижение издержек инвесторов при реализации проектов. Причем все, что туда записывается, только давайте мы как-то сделаем попроще возможности сокращения сроков строительства. Там проектная документация, утверждение всяких таких вот вещей, разрешений и прочих. Ну, это же вообще как бы минимальная вещь. Да? То есть, что сдерживает, как сказать,
инвестиции. Да. Замежные. Главным образом, нет, надо говорить о совершенно базовых вещах, да, гарантия прав собственности, отсутствие возможности там внезапной национализации, там, рейдерского захвата со стороны государства, отсутствие вмешательства силовых структур в экономическую деятельность, да, там, то есть вот, ну, единое правило функционирования для всех, не произвольное применение права. Вопрос не в издержках строительства, вопрос в нежелании в таких неопределенных условиях вкладываться. Вот. Ну и, наконец, вот еще такая третья часть, так называемый институциональный блок, и вот она, похоже, ключевая. Туда ее вставили явно, значит, люди, которые заинтересованы в осуществлении именно этого блока. Обеспечить предсказуемость и стабильность при реализации в первую очередь ключевых крупномасштабных проектов. Для поддержки промышленности этих инвестпроектов предлагаем закрепить особый правовой режим специальных инвестиционных договоров с возможностью гарантированной госзакупки. То есть мало того, что государство готово предоставить определенные льготы для реализации инвестиционного проекта, предлагается еще и для инвестора гарантированную госзакупку. То есть мы сами определим, что нужно производить, назначим, какого рода эти проекты будем своим государственным решением. Значит, а для того, чтобы инвестор это исполнил, мы еще прогарантируем то, что будет произведено. Для тех, кто попадет в эту схему, ты понимаешь, насколько это прекрасная просто возможность фактически безрискового, да, извлечения прибыли. А безрисковая прибыль, как ты сам понимаешь, это не предпринимательская прибыль, это снова тот самый рентный доход. Да, это и есть коррупционный доход. Гучыць вельмі глупа і карумпавана. Гучыць больш як злы умысел, чым глупство. А чья это ўвогуле ідэя? Да, вот это как раз очень интересно. Очень показательно, кто эту идею озвучил, впервые и где. А именно, значит, это было выступление на Всебелорусском народном собрании гендиректора МАЗа, значит, Валерий Иванкович. Он вот так и говорил, что, значит, смотрите, у нас есть офигенный инвестиционный проект создания беспилотного грузовика. Ну, беспилотного электрогрузовика. Да. То есть мы придумали что-то, что потянет на миллиард, да, как бы, а вы нам еще и рынок под это создайте. Мало того, что обеспечите нас длинными, как он говорит, хотя бы на 7-10 лет деньгами под приемлемый процент, значит, и еще и обеспечите нам избыт. В итоге получается, дайте нам произвести что-то очень дорогое, очень долго, да, значит, с помощью денег, которые вы нам найдете, и потом у нас это купите, ну, а мы же будем платить в процессе зарплату. То есть, ну, гениальная идея, совершенно очевидно, абсолютно точно очевидно, что, ну, просто будет очередь стоять желающих, значит, вот за этим госзаказом. Так вот, кстати, по поводу лоббизма. Вот 3 блока мы перечислили, а теперь какие же есть инструменты у государства, значит, на это повлиять. И вот начинает Червяков перечислять их. Первый, естественно, это бюджетный механизм. В этом направлении работа выстроена на уровне планирования госинвестпрограммы на 2021 год. Обычно это документ, который принимается одновременно с бюджетом на следующий год. В этом году, на 2021, он был утвержден 24 марта. То есть уже, считай, квартал у тебя прошел. Значит, почему? Потому что затянутым был процесс согласования, вплоть до того, что даже отдельное совещание у Лукашенко было, где он говорил, что-то тут мне какие-то проекты подсовывают, которые туда, в общем, явно не должны входить. То есть, чем больше повышается роль произвольного назначения государством того, куда эти деньги пойдут, да еще с таким количеством льгот, тем выше, естественно, становится вот эта подковерная конкуренция, кому это все будет доставаться. Вот еще один проект, который упомянул Червяков, это так называемые проекты будущего. Вспомни, логика запуска инвестиционного цикла. Это должно быть что-то сейчас, что потом заработает автономно. Но заметь, как в процессе реализации этой идеи, она полностью превратила свою противоположность. Она превращается в способ как можно длиннее осваивать как можно больше средств с неопределенным результатом. То есть желательно, естественно, с таким горизонтом, когда, ну, который уходит уже даже за там, политэкономический горизонт. Отсюда и появляются такие идеи, вот предусмотрено программой инновационного развития более 70 проектов, так называемых проектов будущего, создания и развития
новых отраслей. Ну, сам понимаешь, это раньше либо ишак сдохнет, либо падишах. Вызов, с которым мы столкнулись, да, вот вызов малых, низких темпов экономического роста, и нужно что-то с этим делать, да, ничего нового здесь нет. Вот буквально прямо сейчас в России обсуждается, значит, такой документ, который называется, значит, «Застой 2.0», который разработан фондом «Либеральная миссия», но там великолепный совершенно, самый крутой, наверное, который только может быть состав разработчиков, там Сонин, Гуриев, там Ицхоки, то есть, ну, все известные специалисты. И они, на самом деле, задаются тем же самым вопросом. То есть, как мы уже говорили, что примерно в 2012 году, после восстановительного роста, после мирового финансового кризиса, что Беларусь, что Россия столкнулась с тем, что темпы экономического роста стали резко небольшими. То есть, если их искусственно не стимулировать. Причем Россия сделала сознательный выбор в пользу вот этой вот так называемой стабильности. Темпы средние, которые у них есть с того времени, они на самом деле сейчас даже меньше, чем во времена брежневского застоя. То есть вот то, как мы говорили, что в «Банковском вестнике» публиковалась статья Василия Комкова, что хорошо бы нам от гигантомании перейти, значит, вот, ну, не можем расти, так давайте как бы хотя бы получше поживем. То есть увеличим долю не инвестиций, да, не накопления, как планируется, а долю внутреннего потребления, чтобы хотя бы благосостояние населения стало больше. Это и есть политика, которая осуществляется в России сейчас. То есть что такое застой, да? Отсутствие экономического, там, значимого экономического роста? Это политика перераспределения. Это всегда какое-то консенсусное политическое решение. В пользу кого перераспределение нерастущего пирога будет происходить. Это не рост, который поднимает все лодки. Коли раздаваць людзі грошы, то рано ці позна просто будзе пагаршацца конкурентоздольнасць. Вот. И вот именно так. И как раз-таки вот этот доклад «Застой 2.0», значит, об этом и говорит. Это классическая ловушка среднего дохода. То есть вот этот главный механизм обеспечения конкурентоспособности, он теряется, упирается рано или поздно в естественные пределы роста по мере роста доходов и издержек на труд. Есть, в принципе, всего два способа, каким образом можно из этой ловушки среднего дохода вырваться. Значит, один – это путь азиатский, по которому пошла Южная Корея. То есть это выращивание национальных чемпионов с тем, чтобы определить и реализовывать скрытые конкурентные преимущества, так сказать, создать предприятия, которые могли бы конкурировать на мировых рынках успешно. Ну, то, что вот в Корее называли чеболи, то, что там Китай сейчас планирует делать. Но этот путь, на самом деле, тоже показал, что он неприемлем. То есть рано или поздно выращивание таких вот без внутренней конкуренции, да, создание тепличных условий для предприятий, которые будут конкурировать на внешних рынках, не работает, потому что в конечном счете у тебя внутри неконкурентная среда приводит к росту коррупции, росту политического влияния и так далее, и так далее. И как раз-таки и Корея, и Китай, они пошли именно по пути вот демократизации и либерализации внутренних рынков, увеличения их конкурентоспособности. Это раз. Вот. И Корея в том лику политичной. Да, конечно. Там, в принципе, и выжила эта система. И второй путь, условно говоря, европейский, то есть перенятие норм этих самых европейских стран с возможным доступом потом к европейскому рынку. То есть, ну, тот путь, который выбирают страны, которые пытаются двигаться в сторону ассоциации, значит, с Европейским Союзом. Вот. И там прямо в этом отчете написано, что путь для Беларуси как раз вот такой был бы самым благоприятным. Там па сутнасці атрымаецца, што карэйская мадэль гэта спачатку вырасціць чэмпіёнаў, а потым дэмакратызавацца, каб павысіць іх эфектыўнасць, а еўрапейская мадэль это спачатку дэмакратызавацца, каб прыйшлі інвестыцыі і такім чынам вырасці. Да, но але і там дэмакратызацыя як неабходны элемент. Раз это так, и второе это всегда ориентация на внешние рынки. То есть без открытости страны миру все равно даже при дирижистских мерах внутри не может этого быть. Да? А получается сейчас, вот обрати внимание, вот эта вот идея, как сказать, санкций, контрсанкций, мы находимся в враждебном окружении, давайте мы там с Россией замкнемся от всего остального мира. Да? Одновременная закрытость миру и одновременная недемократизация, нелиберализация внутренних рынков, это прямо вот такой вывод делается в этом документе. Это самое худшее макроэкономическое равновесие, которое можно придумать. Это консенсус застоя, консенсус стагнации. Россия это выбрала конкретно своим политическим решением.
То есть это худшая комбинация политик, которая только может быть. И мы сейчас конкретно вот выбор в эту сторону делаем. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалым», Подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и социальных сетях. с вами был Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.